информационная программа «Вести Кудымкар Велищ Тиангат», студиян Ирина Батуева. Бур рыд, джен таталу нятемая зелищ. Кудымкарым пондочис отопительный сезон медочшонут сочетаны соцобъекты за. Инициативный мортис гижиса проект и аникарын строительный сноуборден ислащище спонда парк. Сентябрьда светет луншань Кудымкарым пондочис виль лонтан сезон. Эта неделя шанькар еще шижим уна квартира Акерку еще до свит оланин пондоча салонтны. Теплосети шетишонцы колем неделя шань, но медоч соцобъекты за. Все котельные начали работать, и мы начинаем работу с коммунальным предприятием, подключать жилые дома, социальные объекты, детские сады, школы. Конечно, это постепенно, это сразу же мы не увидим тепло в домах, потому что идет гидравлика, идет где-то опрессовка все еще системы. Ну, в основном, с сегодняшнего дня у нас объекты тихонечко будут подключаться в течение недели. Гоше місяці з коста Кудымкар теплової магістралі звилунчувалися битконі ремонтез. Утечка некитан абу ваш трубаез вежисе и котельная система ваетиса норма. Ремонтные работы проводились на каждой котельной, как текущие ремонты, так и капитальные ремонты. И ремонты прошли текущие ремонты тепловых сетей, центральных тепловых пунктов. Это замена задвижек, замена тепловых сетей участками, да, аварийными. То есть где-то вышло около 4,5 миллионов рублей. Косметический ремонт кериса кыкат номера котельный. Тыршансе кращитиса, а пычкан годы за неналаженная система. Быдас котелыз уджална, резервный и этик современный. Вся технология щерты вильжик. Кычбайта теплосети директор, кариш котельная с контролю в тонкуш год. Оператор из уджална сутки зан. Сен проблема из лонтан сезона не озвучища. Суращем из джемлялиса гожуман. Строительный карн пондаса и модульный котельный, но это только план незен. А вот Юрий на микрорайоне Челядсаден виль котельный сулалани и лошадча стартуетны. В этом году отопительный сезон мы планируем открыть с новой котельной. Раньше мы топились на дровах, и была здесь у нас своя кочегарка. В этом году должны подключить газовую котельную. Ну, надеюсь, что будет тепло, что мы не будем страдать от этого, и наши детишки будут здоровые и будут радостные. Березка нима Челядсад валиштава лоас лонтищем щерти современной, ыныч шонытся квать группа лощеты написан, а месяц бырты пондаса шонтны газан. Это и финансовый ладуршань буржик, песвало образовательное дошкольное учреждение виджис уна деньга. Ежели будет шогмас-план щерти, октябрь месяца татан торжественная оштаса газовой котельной. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести Кудымкар. Кудымкарын строит на экстрим-площадка, активные сноубордисты злом проект, а поддержка краен. Лона матанын экстремдена Кудымкарын туя ытлан Маркелов вескат, том гозяк одноважение занимается сноуборден, а Сергей Маркелов лоу тренерен и сноуборд черти инструкторен, гижется инициативно бюджетированием программа понда проект и вермиса сиен пермской краен, а не спортсмены зла мечта пыра олана, карын строит на экстрим-парк. Даже помечтать о таком не мог, на самом деле получилось все гораздо лучше, чем я предполагал. Сделано, значит, 2 полки, 2 фигуры в линию, ну еще по планам 3-я фигура, чтобы спортсмен делал сразу 3 прыжка. На том склоне у нас джибинговая фигура, тоже получилось классно, полочки ровные, уклоны хорошие, расстояние, я думаю, в самый раз. Филичи микрорайоныч это место с радийтана унан. Татан челяди уджитес зоротыны спортлиш экстремальный вид. Сноубордисты спонда площадкалан инициатор. Лошата бытовки же бур оборудованный спортивный парк. Проект пырет бочтом деньга было гожим коста татан ештиса керну уна. А еще будут изготовлены вешки. Это ограждения, то есть они там какие-то, резиновые, безопасно будут. Сами пластиковые палочки. Это будет вдоль, вот здесь вот ограждено, и там, чтобы линии у нас не пересекались, и чтобы от зрителей оградить спортсмена. В планах, конечно, сделать в идеале подъемник, потому что пешком ходить долго, устаешь сильнее, продуктивность снижается тренировок.
Проект «Чорти участь виловічевні екмищо віддасть 1000 руб. Деньга колись би еше, медби подйомник і електричество. Екстрим-площадка Волыншок міскерне таво. Сноубордисти з понда ечем оборудований паркез країн тує лиддіни чунні звелин. Ния просто абу, а вот кудимкарн лоас. І маркеловез лашечне зоретный сноуборд и чулетный карн краевой и всероссийской уровня соревнований. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. Ансамбль Шонди Банлоис чемпионын мир пашта вермашем валын. А Советно-культурный центр Пондат Чагажан, эталон медоджалун гыч ансамбль Шондибан Бертис Болгарияиш. Это шон страна чулачис фольклор шарты мир пашта чемпионат. Кытын пермяцкий ансамбль боштис медоджа места. Много конкурсных дней было. В 3 этапа для нас. Вот мы в эти дни в 3 этапа конкурс проходил. Первый раз мы программу показывали на 15 минут, потом на 10, и потом уже в заключительный день это было 5 минут. Программу, конечно, мы возили свою национальную. Это наши номера «Шорис колоколы», песня наша известная коми-пермяцкая. Потом отрывок из музыкально-хореографического действия «Инька Ланолан Туй», наш известный номер «Ткет мама половик», «Кые мама Джаджидера» и «Задорные частушки». Это чемпионатын примитиса участие уна мадих странаязыч творческой чукаррез. Быдасы свалыса шогагар, но журила и вджатыщазла медбурагленичис шондибанлан программа. Мы получили гран-при, самую главную награду. И жюри очень высоко оценило нашу программу, потому что, во-первых, нас похвалили за то, что мы не отрываемся от своих корней, что мы не привезли не русскую программу, а именно свою национальную коми-пермяцкую, что у нас все очень органично связано в программе, и музыка, и танец, и песня. Отметили акапельное пение наших девочек. Это вермемла оцалыс не только бучама сутетом программа да щама коми-пермяцкой культура мучалам, но и регионыш культуралан министерство. Огромное спасибо хочется сказать Министерству культуры Пермского края, что они нас поддержали материально, потому что это затратное такое мероприятие, что мы смогли выехать на этот чемпионат. И не зря, что мы не посрамили честь края и вообще страны. Кышторьячиса ансамбльлан участницы это чемпионаты слоис один коланан. Эцикоста очермадих странаязыч торьячины опытан, тацатаны асланы скульптуран, да матына тадмаланы атамадас. Больше всего, конечно, впечатлил зритель. Что самое главное для артиста – это зритель. Мы получили столько энергии положительной. Нам сейчас хватит на целый сезон. Настолько благодарный, искренний зритель. Нам очень радостно, и мы счастливы принять участие в чемпионате мира по фольклору, потому что это всегда праздник, это фейерверк эмоций, знакомство с разными культурами народов. И, конечно же, мы были очень рады представить свой народ, свою национальность, свой язык и свою культуру музыкальную. А кычач очлань муна на репетиции. Ансамбль лашача и мадик вермашам мескежа. Татьяна Конюкова, Алексей Быков, Вести Кудымкар. Лихачевнима библиотека оштиса передвижная выставка «Кадавиштаща репрессия изъелищ». Коми-пермяцкой национальной библиотека и читальной залын студенты закшиса бюджетный виль выставка. Тацатася чулалам каткат карвалыса политической репрессии. Выставка называется «При камере репрессии. 30-50-е годы». Это труд пермских историков, труд создателей музея Пермь-36. И в этой выставке рассказывается о становлении системы террора в нашей стране и в нашем крае. То есть, как проводились политические репрессии, как создавался ГУЛАГ и, самое главное, кто те люди, кто пострадал от этих репрессий. Суфтатам стендес вылыш пожатадны государственной террорлан который зъелыш, кычам следствие колес Пермской краин.
Передвижная выставка вели аркметом мемориал Нима Международное общество сотрудники с отцетен. Шар места экспозициям займитися исторические документы, фотографии, статистические данные да отирлан каштылеммез. Рассказывая о том, как в один момент непонятно почему арестовали отца, а через пару месяцев его отправили на тот свет. Потом арестовали мать, ее отправили в ГУЛАГ, а ее с сестрой вот таких вот отправили в детский дом. Я правда не могу поверить, что действительно это происходило. Но мне важно открывать эти новые страницы. Я надеюсь, что то, что вы сегодня узнаете, это также будет полезно для вас. Бъдес верма стъцашна очна выставка кът. Кариш библиотека ансия пондас уджавна кък неделя шарна. Татьяна Конюкова, Алексей Быков, Вести Кудымкар. Ошибын из, когда илиш баитана уна вовлытамса. Вокруг камня метрах 20-30 ни одного съестного гриба нету. А кроме того, не растут ягоды, хотя в остальной округе их много. Аномалии рядом с огромным камнем школьник Максим заметил давно. Он один из немногих ныне живущих, которые знают путь к культовому месту. Его называют Ен-Из, а по-русски Божий камень будет. Камень находится в лесу, в 3 километрах от села Ошиб. Назвали божественным, так как предполагали, что он неземного происхождения, а возможно осколок метеорита. Однако экспертиза показала обратное, но вот размеры его не совсем обычные. Понять, насколько он уходит глубоко в землю, не смогли даже во время раскопок. Еще несколько лет назад, вспоминают местные жители, этот камень можно было видеть издалека. Однако после неудачной попытки его откопать, он стал проваливаться в землю. И теперь его уже может найти не каждый. Еще несколько десятков лет назад практически каждый житель знал к нему дорогу и считали, что камень послан коми-пермяцким богом Йеном. Пермяки почитали этот камень, почитали как святой, как посланник небес. Ну, раз он был послан в небо, это подарок небес, значит, пермяки, итак, соблюдая языческие традиции, поклонялись этому камню. Там были поминки, там встречались молодые люди, там, может быть, даже, просили помощь у нашего бога Йена. Со временем обряды угасли, а вот вера в то, что камень обладает мистической силой, осталась. Сельская учительница Людмила Бабикова считает, что он оказывает влияние на состояние человека. То есть он иногда теряется, то есть его найти очень трудно. То есть он лежит в таком месте, где можно мимо пройти, не найти его. То есть он как бы путает человека. Также там были случаи, когда люди теряли сознание в районе этого камня, свечение было видно. Возродить старинные обычаи и вновь проложить тропу к культовому месту решили в этом году. Здесь установят скамейки и облагородят территорию, как для молитв местных жителей, так и для туристов. С той точки зрения, что это все-таки наша история, мне кажется, что было бы плохим элементом, чтобы забыть вот это все, а гораздо лучше, если мы сейчас, сегодня, завтра с вами совместно с молодежью как раз восстановим этот, так скажем, некий памятник и сделаем из него туристический маршрут. Кроме того, планируется укрепить земельный участок, чтобы камень полностью не ушел под землю, ведь на данный момент видна совсем малая его часть, а еще несколько лет назад он возвышался на 2 метра. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев и Алексей Быков, Вести Пермь. Это было мианталом бдас велич панташама ашнрыт нас бдас бурса аджишлтадж.